Наступил второй день Масленицы, он же заигрыш, был настоящим раньше праздником для молодых людей. Смысл его заключался в том, что именно в этот день можно было попитать свое счастье, попробовать создать свою семью, поскольку в период Великого Поста нельзя было венчаться, пары могли только присматриваться друг к другу и заключать предварительные договоры. Во вторник большие компании, состоящие из парней и девушек, собирались с утра пораньше. Традиционно они отправлялись кататься на санках, чаще всего их сопровождали родственники, чтобы точно так же присмотреться к потенциальным супругам. К концу дня многие определялись уже со своим выбором, вот так оно и бывало. Сам же по себе сценарий второго дня Масленицы для тех, кто не ищет пары, был очень прост. Очень важно в этот день веселиться, проводить время в компании, ведь считалось, что если человек на заигрыш грустит, весь год он проведет в тоске. Ну а мы в ближайший час времени в тоске проводить точно не будем. В эфире «Утро Якутии». Вопреки опасениям моей коллеги Кати Винокуровой, даже без гипса в этот день с вами встречаю я, Павел Танин. Команда нашей программы, как всегда, приготовила много интересного. Узнаем, например, как космонавты на МКС пользуются интернетом. Разберем тонкие нюансы правил русского языка. Обязательно поговорим на актуальные темы с гостями нашей студии. Это все в ближайший неполный час. Так что оставайтесь с нами и зарядитесь позитивом, энергией на весь сегодняшний день. И, кстати говоря, про зарядку себя, всегда это сопровождается какими-то утренними ритуалами. Один из главных ритуалов утра является, конечно же, зарядкой. Вместе с нашим спортивным инструктором давайте сделаем ее и подготовим себя к наступившему дню. Доброе утро. Меня зовут Ольга Каюмова. Я персональный тренер атлетического клуба «Спарта». Я проведу для вас утреннюю зарядку. Упражнение начинаем с верхней части тела. Ноги по ширине таза, спина прямая. Начинаем движение шеи. Начинаем влево поворачивать, вправо. Все движения выполняются спокойно, четко. Следующие наклоны вперед, назад. То, что начинается с шеи, нужно выполнять спокойно, без резких движений. Все повторения выполняются по 20-30 раз. Следующее – плечи. Нужно в полной амплитуде спокойно вращать. Все упражнения похожи на суставную разминку. Данные движения можно выполнять и перед тренировкой, не только как зарядку. Дальше. Грудной отдел. Спина также прямая. И сворачиваем в сторону. В левую сторону. Далее наклоны в стороны. Туловище не двигаем. И дыхание спокойное. Далее ноги также по ширине таза и наклоны вперед. Таз отводим назад, при этом наклоняемся вперед. Вес тела на пятках. Данное упражнение выполнять 3 подхода по 15 раз. На этом наша зарядка закончилась. Хорошего дня!
А прямо сейчас еще один утренний ритуал. Это, конечно же, ознакомление с информацией, с событиями, которые произошли в недавнее время, которые, возможно, мы немножко проспали, но в курсе хотим быть. В скором времени мы, кстати, поговорим на одну из актуальных весенних тем. Она, небольшой спойлер, схожа с актуальной проблемой осенней. Ну, что это именно, узнаем уже в ближайшее время. А прямо сейчас наши коллеги из информационной службы готовы рассказать о последних новостях. Доброе утро. Далее расскажем о самых заметных событиях к этому часу. Якутия готовится к выборам президента России. В республике работают 35 территориальных избирательных комиссий, готовятся к открытию 811 избирательных участков. Из них 790 постоянных, также образован 21 временный избирательный участок. По данным на 10 марта, досрочно в труднодоступных и отдаленных местностях проголосовали 6806 избирателей. Все избирательные участки прошли проверку соответствия требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности. 333 избирательных участка оснащены стационарными металлодетекторами. На каждом избирательном участке в дни голосования при этом будут дежурить сотрудники правоохранительных органов. С 1 января этого года в Якутии 890 женщин и новорожденных получили услуги по родовым сертификатам. Родовой сертификат представляет женщине право получить качественную медицинскую помощь в период беременности, родов и послеродовой период. Также сертификат необходим при проведении профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни. Для его оформления женщине при первичном посещении женской консультации необходимо предоставить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, или полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. У православных россиян началась Масленица, последняя неделя перед Великим постом. Обычай праздновать Масленицу берет начало с древнейших времен, с греческих или даже с римских вакханалий и сатурналей. Славяне-язычники также справляли в этот период года весенний праздник, встречу весны и проводы зимы. В народе Масленица всегда считалась веселой порой. Считалось, что тот, кто откажется ее праздновать, будет жить в горькой беде и худо кончит. Отмечать Масленицу было принято катанием на санках с ледяных гор, зажиганием костров и блинами. В этом году в Якутске закончат работы по благоустройству набережной озера Сайсары. Основными точками притяжения, согласно проекту, будут территория спорткомплекса «Триумф» и сквер Матери. В районе «Триумфа» будет сооружена активная зона для занятия спортом и баскетбольная площадка. В районе сквера же планируют организовать зону отдыха с детской площадкой, малыми архитектурными формами, круглогодичным павильоном и озеленением. Вокруг озера появится непрерывная велодорожка, соорудят 3 пирса с лодочными станциями. На сегодняшний день ведутся работы по обсыпке и укреплению береговой зоны и оборудованию пристани. Отмечу, что набережная вокруг озера будет полностью благоустроена в течение нескольких этапов по 6 участкам. Ну а завершить работы планируется уже в октябре этого года. На благоустройство озера из республиканского бюджета выделили порядка 390 миллионов рублей. Обустроен будет сквозной проезд, будем говорить так, транзитный проезд мимо «Триумфа» вдоль береговой линии озера, для того, чтобы жители, ну и гости города могли круглогодично, круглосуточно пользоваться круговым проходом по озеру. Не так, как сегодня, потому что сегодня «Триумф» является зоной тупиковой. И вот для обеспечения полностью транзита жителей мы будем там производить берегоукрепительные работы и, соответственно, благоустроим там также велодорожкой, тротуарными частью, ну и зонами отдыха соответствующих проектов. До 2030 года в России планируется открыть 40 региональных центров консервации, реставрации библиотечного фонда. Национальная библиотека намерена войти в этот список и открыть реставрационный фонд на своей базе. По итогам мониторинга было заключено, что 15% от общего фонда Национальной библиотеки нуждается в восстановлении. Если проект Национальной библиотеки поддержат и он выиграет на всероссийском конкурсе, тогда появится возможность качественно и долго сохранять книжный и газетный фонд всего региона. Мы обследовали документы первой и второй категории сохранности. Всего обследования было охвачено более 324 тысяч документов. По результатам анализа полученных статистических данных мы сейчас сможем прогнозировать, что около 43% наших фондов им требуется консервационное вмешательство. И в прошлом году мы подали заявку
на участие в открытом конкурсе к нам приезжала комиссия Российской государственной библиотеки. Спасибо нашим коллегам. Ну а мы продолжаем и сейчас поговорим на такую важную, актуальную тему весны. Она наступила, весна, но вместе с радостью и солнцем, с теплом также появляются неприятные моменты, именно гололед. Весна все-таки травмоопасный период, и как себя беречь в этот период, нам расскажет наш гость, доктор медицинских наук, профессор, заведующий курсом травматологии и ортопедии кафедры хирургии Института постдипломного образования Северо-Восточного федерального университета, главный внештатный травматолог Дальневосточного федерального округа, если не ошибаюсь, Геннадий Пальшин. Геннадий Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Да. Ну, в принципе, вот в год у нас эти два сезона. Осень, весна, когда у нас появляется гололед и сопутствующие с ним неприятные истории. Вообще, что делать человеку, если вот он шел, упал, почувствовал что-то не так? Сразу ли нужно обращаться к травматологу? Я вот хотел бы немножко сказать об эпидемиологии, то есть об распространенности травм. У нас в городе Якутске в год получают травмы 90 тысяч человек. Именно Да. это по гололеду или вообще? Это в год, Ага. это полностью. А больше всего их становится весной и осенью. Вот сейчас в травмпункте более 100 обращений, это только взрослым, более 100 обращений в день, а в детском 50 обращений в день, то есть количество травм 150 каждый день. Из них серьезные травмы получают 10 взрослых и 5 детских, то есть госпитализируются, и которых лечат консервативно, а некоторых оперативно. То есть это связано с чем? Связано с тем, что люди стали выходить на улицу, больше гулять, тепло. А после того, как у нас потеплеет, а потом подморозит, образуется корочка льда, и люди падают. А после длительного перерыва вестибулярный аппарат у некоторых плохо срабатывает. Люди падают, и основные виды травмы сейчас это переломы лодыжек, то есть там на ноге выше стопы, и луч в типичном месте у людей среднего и пожилого возраста. У детей тоже перелом лучей или перелом шейки плечевой кости, и у взрослых перелом шейки бедра, которые очень тяжелые и которые требуют абсолютного оперативного лечения практически в 100% случаев. Ну, как 98% случаев. Это перелом шейки бедра у пожилых. В настоящее время, если говорить про пожилых пациентов, которые упали с высоты собственного роста и сломали себе шейку бедра или проксимальный отдел бедра, должны госпитализироваться и оперироваться в течение 2 суток. В любом месте, не только в Якутске, но и в МОМе, в Усть-Мае, в другом районе, они должны быть госпитализированы и прооперированы в течение 2 суток. Это у нас такие критерии есть. Российской Федерации, неважно, где ты живешь, в Москве или в Якутии. С такой травмой ты должен в течение 2 суток быть сюда доставлен к нам и прооперирован. Тогда такие пациенты, а пациенты это возрастные, у них бывает очень много различных других заболеваний, их возникает обострение, и в течение, если 2 суток не прооперируют, то смертность увеличивается в разы. И раньше мы таких не оперировали пациентов, и вот Анатолий Николаевич Комиссаров защитил кандидатскую диссертацию по перелому проксимального отдела бедра, и выявил, что если не оперировать, то 25% умирает в течение 1-го года. А если не инвалидами становится 50% пациентов. То есть, только... если провести операцию, да. то вот эти... А если провести операцию, то пациент сразу же на 2-й день начинает ходить и возвращается к своему обычному образу жизни. И у него не происходит таких последствий. Дети у нас сейчас что? Бегают, прыгают, на гаражи залазят, с горки катаются. Но нужно, конечно, но необходимо обеспечить травмоопасное воспитание детей. Воспитывать
Компенсировать надо, Ну, если вот, говорить... Геннадий Анатольевич, как раз говоря про воспитание, да, вот вы правильно подметили, что проблема — это падение с высоты собственного роста. И, наверное, даже если по цифрам посмотреть, детей в 2 раза меньше, чем взрослых. Взрослые, они выше, соответственно, амплитуда. Да. И здесь возникает вопрос, опять же, переломы рук, потому что люди приземляются на руки, что, в принципе, в корне неверно и опасно. Вот давайте, может быть, проведем небольшой ликбез в части, опять же, профилактики. Лучшее лечение — это профилактика. Как правильно, если вот случился момент, все, ты летишь, что нужно сделать, чтобы максимально избежать травмы? Значит, правильно. Чтобы избежать травмы, нужно сконцентрироваться и постараться упасть таким образом, чтобы не сразу на вытянутую руку, а на локоть. И постараться согнуться, сгруппироваться. И в этом случае количество травм будет ограничено, то есть уменьшено. Но самое главное, вот если говорить о процессе профилактики, сами падения невозможно чтобы профилактировать. Нужно научить детей и взрослых травмоопасному поведению. То есть в чем это заключается? Детям нужно говорить, что нельзя лазить по гаражам, прыгать, травм будет больше у таких детей. Если катаешься, то должны быть надколенники, надлокотники, шлемы. Тогда уже не будут так много переломов. У пожилых людей тоже необходимо разрабатывать одежду. Она уже разработана, но нам ее нужно внедрить. То есть у пожилых людей демпфер. Все в плаще, не в плаще, а в пальто должно быть встроено, извините, демпфер. То есть это такое устройство, когда человек падает, у него нагрузку уменьшает. В рукавичке необходимо тоже нам демпфер придумать такой, чтобы упал, и он сдемпферировал, не было такой, то есть прямой нагрузки. Амортизацию, да, на локоть то же самое. То есть вот это сейчас, в связи с тем, что у нас увеличилась продолжительность жизни, количество людей пожилого возраста становится больше, а количество травм становится тоже больше, но она не только становится взрослее, но и молодеет травма. А с чем это связано? Это связано с тем, что мы не занимаемся профилактикой остеопороза. У нас кость после длительного зимнего перерыва становится мягкая и в результате и хрупкая. И в результате небольшой травмы с высоты собственного роста получается перелом, причем сильный перелом, который необходимо срочно оперировать. Почему? Потому что если этого не произойдет, то... Мы уже говорили, да, что, опять же, та же шейка бедра, что это и инвалидность, да, и опять же, летальный исход бывает. Но вот еще один вопрос падения, мне кажется, немаловажен вопрос выбора обуви в это время года. Совершенно верно, да. Нужна? Вот здесь вот тоже уже разработаны специальные надпяточники, и на стопу одеваются шиповки такие. Вот нам нужно уже приучать людей, чтобы надевать вот эти шиповки. Заходишь, снял, приходишь, выходишь, одеваешь. Почему? Потому что падений будет меньше. И пожилым людям необходимо на всякий случай брать с собой тросточку, когда если имеется у возрастных нарушений кровообращения головного мозга приходящие, то с тросточкой нужно ходить, чтобы в случае чего была дополнительная опора. Вот это нам необходимо обязательно в современном мире внедрять, чтобы это была норма жизни. Популяризировать. Популяризировать, А вот да. говоря про популяризацию, все-таки кто и как должен этим заниматься? То есть это, опять же, вот говоря про детей, мы сказали, да, что нужно им сказать, не бегайте, и аккуратнее, да, и тому подобное. Да, вроде бы как бы с точки зрения родителей этим должны заниматься. Или все-таки это в каких-то вот уже, прям организационных масштабах должно проводиться? Вы знаете, это все должны заниматься, начиная с родителей, в детском саде, в школе, чтобы дети не переходили на красный светофор улицу. То есть это полностью. Но и это связано, это даже мэр нашего города, извините, должен заниматься, президент нашего. Почему? Потому что везде создаются комиссии, вневедомственные комиссии. Врач-травматолог в травматизме играет самую маленькую роль. Как правило, финальную. Это финальную. Его дело, врача,
оперировать, лечить или консервативно, и чтобы результат был хороший. А все остальное – это общество. Наше все общество должно способствовать тому, чтобы наши улицы были ото льда очищены. Вот как за рубежом делается. За рубежом, если вот тут ваш участок, ваш дом, вы его за ним ответственны. Если на вашем участке кто-то упал и сломал ногу, вы будете платить этому человеку ответственность за этого пациента. А у нас пока, к сожалению, такого нет. Нам уже тоже пора учиться и это делать. Я думаю, все когда-то придет. Геннадий Анатольевич, тема интересна. Можем еще, конечно, очень долго общаться, но время эфирное нам не позволяет. Спасибо большое за эту беседу. Я думаю, ну, хотя бы несколько человек сегодня вот вашим словам как бы внемлют. Опять же, про шипы, опять же, пожилое население, про тросточку. Ну и в целом, да, как бы помним, лучше быстро не ходить, лучше аккуратненько, медленно, тише едешь, дальше выше. Спасибо вам за эту беседу. Ну а мы продолжаем. Сегодня на календаре 12 марта, и в 1922 году родился один из выдающихся мелодистов, композиторов Якутии Захар Винокуров. Всю свою короткую жизнь, он прожил всего 35 лет, он посвятил пропаганде якутской музыки и обучению молодежи музыкальной грамоте. В своих произведениях Захар Винокуров воспевал с большой любовью и нежностью красоту родной Якутии. Какими еще знаменательными событиями сегодняшний день значим, узнаем далее. На календаре 12 марта. Сегодня День работника уголовно-исполнительной системы России. По народному календарю Василий Капельник. В этот день принято приносить в дом сосновую ветку. Она очищает воздух и дает здоровье всей семье. В день Василия Капельника начинал таять снег на крышах. По этому поводу говорили: «Придет Василий, и зима заплачет». Этот день в истории. В 1365 году, 12 марта, основан Венский университет. В 1832 году в балете впервые использовано платье под названием «пачка». В 1918 году в Москве возвращен статус столицы России. В 1940 году подписан договор о завершении Советско-финской войны. А в 1968 году в этот день Маврикий получил независимость от Англии. В этот день родились Василий Баженов, русский художник, архитектор, теоретик архитектуры и педагог. Владимир Вернадский, русский естествоиспытатель, мыслитель, общественный деятель. Вацлав Нижинский, русский танцовщик, хореограф. Борис Дуров, советский режиссер и сценарист, заслуженный деятель искусств России. Зураб Саткилава, грузинский российский оперный певец-тенор, педагог, народный артист Советского Союза. Григорий Горин, советский российский драматург, прозаик, писатель-сатирик. Лайза Минелли, американская певица, актриса, лауреат премии «Оскар». Ирина Понаровская, советская российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России. Именины сегодня отмечают Арсений, Василий, Кира, Марина, Николай и Сергей. Хороший вопрос. Как сделать свое утро продуктивнее и все успевать? Психологи советуют начать день с раннего пробуждения. Вставать хотя бы на час раньше, чем обычно. За этот час можно прочитать, заняться йогой или медитацией, вести дневник и визуализировать свои цели на день. При этом обязательно думать о хорошем. Вот вам и магия утра. Кстати, вот о магии сегодня очередная рекомендация от Национальной библиотеки именно об этом. Всем салют! Меня зовут Максим, и сегодня я вам расскажу про книгу Виктории Шваб «Темный оттенок магии». Сегодня это уже трилогия, но когда-то это первая книга в конце десятых годов потрясла мир Янка Далт и вообще всех, кто увлекается так или иначе фантастикой и фэнтези. «Темный оттенок магии» рассказывает нам про несколько разных Лондонов. То есть привычный нам Лондон, он оказывается не единственный. Есть Лондон, где царит магия, есть Лондон, где магия когда-то была и вся выгорела, и есть Лондон, где очень сложно ее добыть, и поэтому люди стали чрезвычайно жестоки. Виктория Шваб покорила мир Янка Далт, то есть это такой жанр молодые взрослые, 14-20 лет. И эту книгу я прочитал буквально на одном дыхании. Сейчас можно сказать, что трилогия, конечно, вышла не совсем однозначной. Третья часть значительно проигрывает второй и первой. Но если говорить про Лондон и про то, что придумала Шваб в свою вселенную, и мы видим, что разные герои, конечно, главный один, разные герои, они
продвигают эту идею многомирия. Конечно же, они борются за любовь, они борются за свободу. Я бы сказал, что вот первая часть для подростка, для того, кто только входит в жанр фэнтези, она будет практически идеальна, поэтому можете посоветовать ее своим детям, может быть, молодым друзьям. Старше 25, наверное, ее читать будет уже сложно. Трилогия, безусловно, войдет в историю фэнтези, да, потому что здесь легкая, простая идея, неплохое воплощение, и эту книгу можно читать, не боясь названия. «Темный оттенок магии», ничего страшного здесь нет. Здесь рассказывается именно о том, что люди по-разному относятся к магии, и, конечно, есть те, кто пытаются из нее вытащить все могущество и темноту. Такова сегодня книга, которую я вам советую, «Темный оттенок магии», Виктория Шваб. Читайте книги, любите жизнь. А книги, кроме погружения в фантастические миры, всегда являлись и главным источником знаний. И сегодня, даже в эпоху цифрового развития, они не канули в лету. Как мы знаем, знания вообще и информация – это самый дорогой товар в мире. Но есть люди, готовые этим богатством делиться безвозмездно. Пример – житель Филиппин. Подробнее о нем расскажут коллеги. Пожилой филиппинец превратил свой дом в общественную библиотеку. Все началось более 20 лет назад. Эрнандо Гуанлау выложил 50 книг на тротуаре возле дома. Он живет недалеко от делового центра Манилы. Эрнандо назвал библиотеку читательским клубом 2000 и стал предлагать людям книги. Моя миссия – бесплатно давать для чтения подержанные и подаренные книги и продвигать образование с помощью литературы. У детей на Филиппинах с образованием большие трудности. В государственных школах обучают плохо. Они переполнены и мест не хватает. В частных школах свободные места есть, но платить за уроки большинству родителей не по карману. В итоге многие дети остаются необразованными. Книги тоже доступны не всем, поскольку стоят дорого. По сравнению с другими странами Юго-Восточной Азии, у нас дети менее грамотные, и понимать прочитанное им труднее. К тому же книги довольно дорогие. Так что эта библиотека – большая помощь людям. Книжная коллекция Эрнандо выросла довольно быстро. Нашлось много людей, которым пришлась по душе его идея. Они и подарили книги частной библиотеке. Для меня нет ничего лучше этого занятия. Это радует и меня, и других. Это не так сложно делать. Пусть я и не работаю в правительственных учреждениях, но я как мост, по которому книги доходят до людей. Сейчас в библиотеке тысячи книг. Есть все, от романов и фантастики до образовательной литературы. Причем люди продолжают дарить книги Эрнандо. А тот говорит, что будет держать библиотеку до тех пор, пока есть силы. Ну вот, кстати, грамотная речь и правописание человека зачастую являются следствием его начитанности. Но если времени на чтение большого количества книг у вас нет, а речь и письмо улучшить хочется, на помощь придет наша рубрика «Говорим правильно». Сегодня в ней разберем еще один нюанс правил русского языка, связанный с частями слова. Доброе утро, дорогие телезрители! Продолжаем наш разговор о частях слова. Сегодня мы с вами поговорим о приставках, которые не очень легко отделить от слова. Это приставки «пре» и «при». Конечно, вы можете мне возразить, как так сложно отделить. Например, в словах «примилый» или «придорожный», «приучить» или «преобразовать» эти приставки очень легко отделяются. Конечно, есть и такие слова, но есть и такие, у которых нелегко это сделать. Например, слово «приключение». Обычно правописание слов с приставкой «при» и «при», у которых сложно отделить приставки, мы запоминаем. Такие слова мы привыкли называть словарными. А вот если заглянуть в этимологический словарь, то можно узнать очень много интересного об этих знакомых, незнакомых словарных словах. Например, слово «престол». Конечно, это слово сейчас не очень активно, но тем не менее оно нам хорошо известно по сериалу «Игра престолов». Это слово пришло в русский язык из старославянского языка, и образовано оно при помощи приставки «пре» и слова «стол» со значением «стул», «сиденье». Но это не просто стул, не просто сиденье, это богато украшенное сиденье для правителя, царя или князя. А город, в котором находился этот самый престол, назывался престольным, стольным, иными словами,
столицей. Давайте говорить правильно. Всего доброго! Весна набирает свои обороты, и 12 марта – день, когда можно принять участие в Национальном дне растений и цветов. Каждый год этот день посвящен посадке цветов и предвкушению весны. Еще в 2500 году до нашей эры египтяне ставили цветы в вазы, чтобы сделать цветочные композиции и выразить свою любовь как к живым, так и к умершим. А в течение времени многие из тех обычаев, которых придерживались наши предки, по-прежнему широко распространены и запомнились. Например, значения некоторых цветов остаются актуальными. Например, египтяне помещали в погребальные гробницы цветы лотоса, которые, как известно, символизируют возрождение и просветление. Но значимость цветов не ограничивается только их значением или красотой. Как и комнатные растения, цветы приносят ряд пользы. Цветы могут помочь нам укрепить иммунную систему, улучшить настроение и повысить уровень энергии. После всего этого неудивительно, что мы встречаем весну национальным днем цветов или днем посадки цветов. Как отмечать вообще этот день? В День цветов людям предлагается сажать всевозможные цветы. Вы можете посадить цветы у себя во дворе или даже на подоконнике и наслаждаться цветением этих растений. А в Китае в этот день пошли дальше. Там ежегодно 12 марта проходит День посадки деревьев. Он был официально учрежден в 80-х годах, когда было принято решение развернуть национальную кампанию по посадке деревьев. Согласно резолюции Всекитайского собрания народных представителей, каждый гражданин в возрасте от 11 до 60 лет должен посадить от 3 до 5 деревьев в год или принять участие в других работах по озеленению. В качестве даты праздника было выбрано 12 марта, как уже устоявшаяся дата. Стоит отметить, что кампания по посадке деревьев в Китае, в частности, в день посадки деревьев, уже дала определенные результаты. Например, если в 1981 году, когда праздник был только введен в КНР, лесистость составляла 12%, то в 2018 году этот показатель составлял уже 23%, то есть увеличился почти вдвое. И Китай занял 5-е место в мире по этому критерию. По площади же рукотворных лесов Китай лидирует. Впрочем, несмотря даже на эти успехи, считать миссию выполненной, конечно, еще очень и очень рано. Количество лесных ресурсов в Китае по-прежнему скудное в пересчете на душу населения. А лесопосадки экономически ценных культур нередко вторгаются в пределы дикой природы, разрушая естественные экосистемы. Так что с целью сохранения естественного биоразнообразия в стране с 2016 года действует запрет на коммерческие рубки и в натуральных лесах. 12 марта в целом можно назвать днем разных растений. Сегодня также отмечается День ананаса. Существуют интересные приметы, связанные с этим заморским деликатесом. Например, те же китайцы не сядут за праздничный новогодний стол, если на нем нет данного фрукта, поскольку именно он гарантирует семье в грядущем году успех и процветание. Еще один интересный факт об этом фрукте. В 1994 году фермерами был выращен на грядке уникальный ананас, который весил более 8 килограмм. Дата вкусного праздника была выбрана не случайно. Самым крупным производителем ананасов являются экзотические Гавайи. И именно здесь в марте 70-го года в НИИ был выведен потрясающе вкусный и стойкий сорт под названием Дель Монте Голд. Также выбор месяца марта связан с тем, что в это время плоды на Гавайях наливаются соком и готовы к употреблению, а на поля выходят сборщики урожая, наполняя огромные корзины благоухающими фруктами. В этот праздничный день выбирайте любой фрукт, наслаждайтесь диетическим продуктом с большим количеством клетчатки и мечтайте вместе с этим о сказочных путешествиях в ананасовый рай, например, Таиланд или Филиппины. Ну а в селе Йенгара Нерюнгринского района прошел национальный венкийский праздник Хоктывун 2024. День оленеводов. Программа празднования в этом году была насыщена самыми разными мероприятиями. На празднике побывала наша съемочная группа.
На ледовой площадке реки Иенгра программа Дня оленевода началась с торжественного открытия, где с поздравлениями выступили почетные гости и состоялся традиционный обряд Севекан. Во время праздничного концерта прошел конкурс на лучшую национальную одежду, а многочисленные творческие коллективы подарили зрителям свои яркие и красочные номера. Праздник традиционный, праздник необыкновенно любим жителями нашего района. И вы знаете, вот я помню вот людей, которые приезжали до пандемии, и сейчас что происходит, в разы больше. Большее количество людей приезжает, нерегринцев, многие гости приезжают, с республики приезжают люди. Это здорово. Я сегодня сказал, когда приветствовал значит, всех гостей, что отлично, что не меняется ход вот именно этих времен, что опять весна, опять Иенгра, опять день оленевода. Для гостей праздника были организованы катания на квадроциклах, буранах и оленях. Зрители смогли попробовать блюда национальной кухни. Для самых храбрых был организован турнир по хапсагаю и масс-рестлингу. По инициативе главы Республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева этот праздник официально у нас был издан указ главы республики о праздновании Дня оленевода в первые выходные марта. Вот. Ну и сейчас как бы старт всех дней оленевода по всей республике, именно отсюда, с Иенгры. И по всей республике будут проходить эти праздники, где мы чествуем наших тружеников, оленеводов, благодаря которым сохраняется оленеводство в нашем регионе, благодаря которым сохраняется язык, культура, традиции коренных малочисленных народов Севера. И на самом деле это неимоверный, сложный, трудный образ жизни. Ну а главным событием, безусловно, стали гонки на оленьих упряжках, в которых принимали участие как мужчины, так и женщины. А в завершении состоялся массовый заезд. 3, 2, 1, Вообще хорошо, азартно, очень хорошо проехали. Многочисленные гости праздника, среди которых и жители соседних с Якутией регионов, не скрывали своего восторга и охотно делились эмоциями. Многие из них приехали на такое масштабное мероприятие впервые. Настроение хорошее, пока все нравится. В принципе, интересно. Первый раз здесь. Очень радует многообразие оленей, столько красивых людей, радостных, счастливых. Настроение, праздник хороший. Нравится? Да. А что нравится больше всего? Олени. Сегодня планируем отдохнуть, посмотреть, что здесь такого интересного, увидеть, сколько народу. У нас в Тынде столько народу не живет. В этом году традиционный день оленевода в Иенгре посвятили Году семьи в России и Году детства в Якутии. Иван Лазаренко, Вадим Барашков, Нерюнгри. Весна – это также время, когда на улицах появляются различные средства передвижения, электросамокаты, моноколеса и другой подобный транспорт. С недавних пор это все считается средством индивидуальной мобильности, и к ним применяются определенные требования. Как управлять таким видом транспорта, насколько сложно научиться, например, передвигаться на моноколесе? В преддверии сезона интересовалась этими вопросами моя коллега Дарья Анкехва. Так, ну рассказывайте про то, как вообще эта система работает. Встали, вот, ну и все, и поехали. Встали и поехали. Вот так это выглядит. Вот, попробуем. Ага. А тут же система такая же, чуть-чуть продавлю вперед, поеду вперед, чуть-чуть Да, назад, чуть-чуть назад поедем. А спрыгивать от стоп, тормоз? А я здесь рядом буду. Ага. Шагивать надо. Подождите, Сперва куда ставить, идти? как на коня ножку ставите. Вот. Да, вот. А она тяжелая. Ну да, 30, А как держать? Это почти мой вес. Ага. Сделала себе комплимент, конечно. Подождите, Так, давайте мне руку на плечо. Подождите. Я Стоп. держу. Она включена уже? Оно включено, ага. Подождите, мамочки. Дальше Все, что? пробуем. Ну, давим вперед Куда? носочками. Носочки давим Меня вперед. вообще парализовала, кажется, ноги. Падаем вперед. Это я еду? Это вы, по-моему, едете. Ну, ясен пень, что, видимо, я еду. Подождите, и я поехала. Мамочки, 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 мамочки. Держу. Если что, я просто спрыгиваю. Павел, хоть куда. в разные стороны. Хорошо. Ну, вот так вперед я еду. А вы представляете, самостоятельно, если поехать? Это же вообще страшное дело. Фу, останавливаемся как? Так. Все, остановились, то есть отклонились назад. Встали, стоим. Стоим.
Вы представляете, это вообще что-то невероятное, конечно. Передвигаться по городу на этом, ну, это сумасшествие, наверное, своего рода. Но, опять же, если этим владеть хорошо, то почему бы нет? Это дело привычки. Ой, ну вы знаете, все тело напряжено, все тело, руки дрожат, ноги дрожат, все. А корпус-то как напрягается, пресс прокачался как будто, да? То есть все тело приходится держать. Ну, так оно и есть, да, оно такое. Это колесо специально куплено для охоты, оно с подвеской, чтобы по пересеченной местности ездить. Ну, то есть можно спокойно в лес уехать? Да, спокойно. Почему бы нет? Интересный факт, дорогие друзья, еще раз хотелось бы отметить, что вот езде на моноколесе учат бесплатно ребят с 10 до 12 лет. Я думаю, в принципе, это такая очень интересная тема, которая развивает не только координацию, но и, в принципе, это физическая нагрузка на весь организм. Это в то же время это позитивных эмоций уйма. Вы представляете, вот человек уже часто гоняет, он отсюда уходит полностью счастливым, радостным ребенком. Здорово. Для тех, кто, возможно, захочет приобрести подобный вид транспорта, необходима, конечно, консультация специалиста, потому что вот просто так, ориентируясь на цену, приобретать подобные вещи лучше не надо. А мы немножко с Земли в космос поднимемся. Российский космонавт Константин Борисов рассказал об особенностях использования интернета на Международной космической станции. На эксклюзивных кадрах Борисов показывает планшет для доступа во всемирную паутину. Также на видео монитор со статусом подключения станции к спутникам. Борисов добавил, что интернет на МКС нужен для работы и отдыха, просматривать новости, видеоролики, слушать музыку и созваниваться с близкими по видеосвязи. Всем привет с борта МКС. Продолжаю отвечать на ваши вопросы. Один из самых популярных вопросов – как работает интернет на МКС и правда ли, что на МКС самый быстрый интернет? Ну как работает интернет? Интернет, я надеюсь, никто не представляет, что у нас здесь проводной, ну то есть нет никакой витой пары там или оптоволокна, которое тянется от земного шара к МКС, конечно же. Мы используем спутниковый интернет. Мы используем спутниковый интернет в диапазоне KU. По скорости этот интернет очень похож на тот, который мы используем на Земле. Нет ничего особенно высокоскоростного. Особенность в том, что если вы используете спутниковый интернет на Земле, то от погоды могут быть помехи, да, и он может у вас работать с перебоями. Здесь, конечно же, у нас погода на него не влияет, и он более или менее стабилен. Однако из-за того, что покрытие спутников по орбите МКС неравномерное, то есть мы не можем получить один спутник, который покроет всю нашу орбиту, мы время от времени переходим от спутника к спутнику. И есть также промежутки орбиты, на котором связи нет вообще. Поэтому интернет у нас на самом деле есть примерно 80% времени. Экран, на котором мы видим статус подключения. Вот здесь справа нарисовано 4 квадратика. Называются они SG3 и SG4. Space to Ground 3 и Space to Ground 4. Относятся они к диапазону KU Band, как вы видите на экране. И вот если эти квадратики серого цвета, значит сейчас интернет недоступен. А если они зеленые, значит интернет работает. Основное устройство, которое мы используем для доступа в интернет, это наш планшет. Планшетный компьютер. У каждого из членов экипажа таких планшетных компьютеров 2. Мы их используем и для работы, и для того, чтобы читать радиограммы, делать записи. И также используем его для того, чтобы выходить в интернет. У нас доступны все основные веб-сайты. Именно таким образом мы можем общаться с семьей с помощью видеоконференц-связи, специального приложения, которое нам обеспечивает возможность в любой момент позвонить, в любой момент, когда есть интернет, созвониться с любым человеком на планете Земля, у которого есть браузер с доступом в интернет. И также здесь мы читаем новости, смотрим видеоролики, которые нам интересны. Мы можем также подключить стриминг-сервисы, зайти под своим аккаунтом и слушать свою любимую музыку. Это очень удобно, это помогает нам чувствовать, что мы не так уж далеко от планеты, общаться с друзьями и родственниками, а также отдыхать в свободное время так, как кому нравится, и читать новости о происходящем на Земле. Здесь у меня в МЛМ есть удобное такое космическое кресло. Смотрите, можно расслабиться, плечи упираются, ты не всплываешь, ногами упираешься в противоположную стенку, надеваешь наушники с активным шумоподавлением, включаешь в них
любимую музыку через интернет-стриминговый сервис. И у тебя есть планшет, в котором есть все, что ты хочешь. Потому что в интернете найдется все. Вот так у нас работает интернет. А прямо сейчас передаем слово нашим коллегам из информационной службы. Они расскажут о новостях. Доброе утро. Мы продолжаем рассказывать о самых заметных новостях к этому часу. Республика направила $1 миллиард в рамках реализации региональной программы поддержки местных инициатив в 2024 году. В прошлом году победителями были признаны 291 заявка с проектами на общую сумму 805 миллионов рублей. Дополнительное софинансирование составило 244 миллиона рублей или 30% от общей стоимости проектов. Напомню, президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию отметил важность разработки планов развития городов и поселков в соавторстве с их жителями, а также необходимость активнее использовать механизмы, когда люди самостоятельно определяют, на какие объекты и на решение каких проблем необходимо выделять деньги в рамках благоустройства в первую очередь. Центр беспилотных систем для обучения и сборки беспилотников планирует открыть в текущем году в республике на базе СВФУ. Цитата: «Проект будет реализован в рамках государственной программы «Приоритет-2030» и получит финансирование в объеме порядка 4 миллионов рублей». Приводятся слова руководителя проекта, заведующего учебно-проектной лабораторией механотроника физико-технического института Сергея Филиппова. Он подчеркнул, что основную массу средств планирует направить на закупку компьютеров, комплектующих, датчиков и другого необходимого оборудования. Кроме того, работу центра предполагают в 2 направлениях. Это образование и подготовка кадров, а также сборка и настройка коптеров. В Якутии стартовала неделя по борьбе с гепатитом С. На сегодня в республике зарегистрировано около 7 тысяч человек с хроническим вирусным гепатитом. Медики будут рассказывать о заболевании, его последствиях, мерах профилактики и возможностях современного лечения. Специалисты рекомендуют регулярно проходить медицинские осмотры, диспансеризацию и тестирование на вирус гепатита С. Существует сегодня эффективная терапия, которая помогает излечить хронический гепатит и предотвратить его дальнейшее распространение. Поэтому важно обращаться к врачу при первых признаках заболевания и следовать рекомендациям по лечению. Минтруд России подготовил законопроект, предусматривающий новые требования к иностранным трудовым мигрантам. Их предполагается высылать из страны, если они не будут работать фактически по профилю. Как сообщили в ведомстве, инициативой предусматривается создание спецдокумента, который бы подтверждал право иностранного гражданина на временную трудовую деятельность в России. Решение, как уточнили в министерстве, позволило бы исключить ситуации, в которых мигрант мог оказаться работать в компании, которая оплатила его найм, включая покупку билетов в Россию, и перейти в иную сферу деятельности. Аналитики отобрали самые востребованные профессии по числу вакансий за минувший год в Якутии. Топ-5 востребованных профессий со средней предлагаемой заработной платой в Якутии выглядит следующим образом. Это водитель, курьер, продавец-консультант, сварщик и слесарь. В минувшем году средние заработные предложения о вакансиях, размещенных на портале Авито Работа, в Якутии увеличились на 32% по сравнению с 2022 годом и составили 72 тысячи рублей в месяц. Для сравнения, рост предлагаемой оплаты труда в целом по России составил 35%, на Дальнем Востоке – 27%. В Якутске стартовал 9-й региональный чемпионат Обилимпикс-2024 по профессиональному мастерству среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Всего было представлено 12 площадок, и открывающей среди них стал Якутский медицинский колледж Вангородского. В чемпионате примут участие более 250 конкурсантов по 25 основным и 11 региональным дисциплинам. По плану мероприятия после торжественного открытия участники провели мастер-классы по различным компетенциям, ну а сам чемпионат будет проводиться с 11 по 31 марта. Чемпионат – это не только о медалях. Хотя за предыдущие годы, предыдущие чемпионаты, уже 35 участников от Республики Саха-Якутия стали победителями и призерами национального чемпионата Обилимпикс. Но самое главное – это трудоустройство. Это, не зря я сказал, Олимпиада возможностей. Это возможности найти себя в профессиональной жизни, реализовать себя, создать семьи, получить возможность зарабатывать на свою жизнь и на жизнь своих семей.
Это были все новости к этому часу. Хорошего дня и оставайтесь на нашем телеканале. 3 дня осталось до старта главных выборов в стране, выборов президента России. Сегодня у нас в гостях будем говорить вообще о теме, важной такой теме, это наблюдение за выборами, соответственно, наблюдение за тем, чтобы избирательные права каждого гражданина, участвующего в этом процессе, сохранялись. И об этом мы поговорим с председателем Общественной палаты Республики Саха-Якутия Станиславом Ивановым и руководителем Центра общественного наблюдения Общественной палаты Альбиной Черепановной. Доброе утро. Доброе утро. Вот. Ну, главный вопрос, конечно, вот, Станислав Семенович, на площадке Общественной палаты создан штаб общественного наблюдения. Главная задача, опять же, обучение тех, кто будет наблюдать за ходом выборов, чтобы, как я, наверное, сказал правильно, да, чтобы права избирательные каждого участника процесса, начиная и от того, кто избирается, и тех, кто свой голос отдает, все это соблюдалось. Сколько всего наблюдателей подготовлено в нашем регионе, как велось обучение, учитывая, что, опять же, территория у нас такая большая, необъятная, можно сказать, сумели ли должным образом охватить все районы республики? Ну, еще раз доброе утро. Да, действительно, мы, Общественная палата, занимаемся подготовкой наблюдателей. Но если немножко посмотреть предысторию этих выборов, то мы можем сказать, что начиная с 2021 года очень активно мы начали подготовку наблюдателей, потому что в 2021 году состоялись выборы депутатов Государственной Думы, в 2022 году состоялись выборы в местные органы власти, затем в 2023 году, в прошлом году, вы знаете, у нас прошли очень большие колоссальные выборы, да, мы выбирали и главу региона, и депутатов законодательного собрания, глав улусов, то есть прошли очень большие выборы. И мы, соответственно, вот уже с 2021 года целенаправленно занимаемся подготовкой общественных наблюдателей. Но это, во-первых, нужно для того, чтобы, как вы сказали, выборы прошли открыто, гласно, честно, ну и самое главное, они должны быть законными. И вот как раз обеспечение законности, контроля за соблюдением законности занимаются наши наблюдатели. Но за это время мы фактически вот к этим выборам мы почти подготовили 2000 наблюдателей. Но если посмотреть вот опять же ретроспективу, то мы видим, что каждый год у нас где-то порядка 30% наблюдателей меняются. Но основной костяк, он в принципе остается. Ну и мы считаем, что это очень здорово, потому что все равно это форма как бы обеспечения юридической грамотности населения. Те, кто пришел, поработал, посмотрели, познакомились с законами и имеют возможность уже нести и показывать, рассказывать, как должно быть. То есть, как минимум, впустую время они не потеряли, даже если сейчас наблюдением не занимаются. Совершенно и правильно так понимаю, что, да, вот вы сказали, с 2021 года началась фактически подготовка, но это почти 3 года, да? Вот да. С сентября, если до сентября довести. То есть все равно как бы кто-то приходил, отсеивался, но какой-то основной костяк тех, кто вот с 2021 года непосредственно занимается наблюдением, он остается и работает. Совершенно верно. Ага. Ну вот говоря про подготовку, опять же, такую же колоссальную, вот, не знаю, Альбина Прокопьевна, может, вы мне расскажете, да, кто из членов вообще Общественной палаты сегодня имеет достаточный опыт, чтобы обучать наблюдателей? Кто-то, может быть, в Общественной палате сам проходил где-то обучение? Конечно, это очень серьезно, да, и к нам приезжала вообще команда из Москвы. Есть такая новая организация, это независимый общественный мониторинг, и они нас обучали буквально несколько лет. Это городские, кто в якутские, приезжали из районов, это такая хорошая школа обучения была. Мы практически там у нас человек 20 обучалось, вот прямо с Общественной палаты, а уже дальше пошли знания в районы, которые стали уже преподавателями, педагогами, да, которые уже дальше обучают в массы. Да, и они уже обучают наблюдателей. Хорошие материалы, видеозаписи, прямо слайды. Это такой качественный материал, действительно. То есть школу прошли такую серьезную. Серьезно. Ну а вот вообще, да, у нас сейчас выборы будут проходить 3-дневные, с 15 по 17 марта люди голосуют, и все это время будет работать, собственно, штаб наблюдения. И Центр общественного наблюдения. Это как бы две структуры. Если штаб занимается общей идеологией, да, вот Центр конкретные цели, да. Это у нас каждый участок избирательный в районах, там, на слегах, да, стоит видеокамера.
которая записывает и транслирует прямо в прямом эфире все, что происходит. Все 3 дня, 3 ночи, так сказать, да. А у нас в этом нашем центре огромная видеостена, это много экранов там, да, и мы наблюдаем, как каждый участок идет вот процесс голосования. И если замечаем какие-то там, ну, неполадки, допустим, там, может быть, там кабинка не закрыта полностью или там как-то, да, то мы можем у нас будут ноутбуки стоять рабочие, мы можем отмотать время и посмотреть, что было в 8 утра, что было в 2 часа утра, в 2 часа дня. Камере. Да, можем ночью посмотреть, что было, был там кто-либо в этом зале, подходили ли к этим сейфам или к ящикам для голосования. Это настолько наяву. Вот если вспоминать 21 год, да, то перед выборами Госдумы были такие, вот, иностранцы будут критиковать, опять будет, говорить, спросов у вас много. Как только выборы прошли, потому что впервые по всей стране был принят вот это Центр общественного наблюдения. Вы знаете, прямо как чисто стало. Мало критики, потому что, а как доказать критику-то? Все же видно. Все видно, да. Прозрачность, законность, открытость, гласность, вот эти все основные позиции были соблюдены. Вот говоря, опять же, такую ретроспективу делая про вот что не первые выборы уже это все работает, каждый год разрабатывается такой золотой стандарт общественного наблюдения за выборами. Как он формируется, что из себя представляет, для чего вообще нужен? Да, вот я добавлю, да, когда мы проводим обучение наш наблюдатель, мы выдаем сертификаты каждому, что человек профессионально готов, да, и вот такой набор как бы правил. Вот представляете, открывается в 8 утра участок избирательный, звучит гимн России, гимн республики, национальные наряды, и можно там немножко потеряться, торжественно же, да, а у наших конкретная задача – это выявить, наш ящик для голосования опечатанный, не опечатанный, есть ли ящик выносной для голосования. И прямо тут этот порядок смотрит, да, вот все нормально, плюс, а вот здесь не хватает, минус. Это как бы его запись, его дневник, чтобы потом понимать, где нужно жаловаться, если есть необходимость, как проверить, все ли в порядке. Поэтому такой дневничок. И по итогу дня он видит, все ли в порядке, и ему легко дальше отчитаться. Ага. Но сейчас немного от темы самих выборов отойдем. Станислав Семенович, в преддверии, да, накануне выборов стоит такое масштабное событие, как гражданский форум. Вообще, что это за площадка, чему будет посвящен в этом году и какие площадки на этот раз будут работать, какие темы обсуждаться? Ну, обычно в весеннее время у нас проводится гражданский форум, когда все неравнодушные люди собираются и могут обсудить те или иные вопросы, которые есть назрели. Это открытые площадки, на которых идет обсуждение обычно в течение 2 дней. Ну и в этом году, этот год тоже не исключение, поэтому 13-14 числа всех, кто интересуется проблемами, которые есть у нас сейчас в обществе, мы приглашаем на площадке нашего гражданского форума. В этом году форум будет посвящен Году семьи в Российской Федерации и Году детства в Республике Саха-Якутия. Ну и, соответственно, тематика площадок, она как раз соответствующая, да. Ну, мы не можем, конечно, никак отойти от духовно-нравственного воспитания и традиционных ценностей в современном мире. Это первая площадка. Затем вы знаете, что креативные индустрии, которые сейчас развиваются, и Якутия является передовым, наверное, авангардом в России из-за регионов, да, поэтому вторая площадка – это у нас креативные индустрии и пути их развития, вектор его развития. Ну, конечно же, вопросы патриотизма тоже не обошли стороной, грани патриотизма. Третья секция, которая называется, и 2 секции, которые посвящены непосредственно семье, это от десятилетия детства, и в России к Году детства в Республике Саха-Якутия одна площадка называется, и вторая площадка, посвященная детству, это семейная политика как инструмент развития Дальнего Востока, потому что мы все заинтересованы, чтобы Дальний Восток стал, в общем-то, хорошим, надежным центром развития всей России. Станислав Семенович, Альбина Прокопьевна, спасибо большое за эту беседу. Полезная она будет для наших зрителей. Ну а мы с вами, дорогие телезрители, прощаемся. Хорошего вам дня. Завтра в это же время, в этой же студии увидимся вновь.